Нет. Он мне в личку спамит. Ой, я себе игры Да. Ус. Динозаврик. Ой, блядь. Секунду. Да. Да. Федеральное агентство Федеральное бюро расследований. Проверяем госструктуры, выезжаем на ЧС. Все в таком роде. Сенатом. Ну и губернатором. Да. The Bluetooth device is ready to pair. Так, первичный. The Bluetooth device is connected successfully. 1 second. The Bluetooth device is ready to pair. помехи у вас вводом. Всё, я тут. Первичный обыск это проводится, к примеру, 255. Это просто прохлопать верхнюю одежду. А вторичный это уже глубокий осмотр, проверка всех карманов, и все такое. Первичный это просто при 1055, к примеру, а вторичный при задержании. Да. Академист, сотрудник ШРБ, потом заместитель отдела ШРБ, глава отдела, куратор отдела, зам ФБР и лидер ФБР. Да. Обладает правительностью. Иерархия подчинения легче по примеру объяснить. Допустим, идет сначала ЛСПД, и все такие, СФПД, ЛВПД. Они подчиняются ФБР, а ФБР уже подчиняется непосредственно Сенату или
губернатору. В смысле, полностью. Не знаю. Не знаю. Ну, нельзя применять силу, к примеру, допрос проводится в допросной, либо в месте, где не найдут сотрудника и человека, которого допрашивают. Ну, это такие из более базовых. Да. Губернатор обладает неприкосновенность, это напрямую нельзя сотруднику МГУ проводить обыск тот же самый у губернатора штата. Потерять ее, если непосредственно ты уже не являешься губернатором. Рейд СТО, притона, гетто. Притон, гетто, СТО. Авторник. Да. Нет, авторника нет. Нет. СИД проверяют, ездит на поимку ООП, проверяют организации. И все, в принципе, не помню таких больше. Рейды проводят. Я только помню Северная Айблвуд и... Да и все, в принципе. В плане, что можно и запрещено. Там есть запрещенное оружие и иногда аксессуары. Именно что разрешено делать, что запрещено делать, я не знаю. HRB, они помогают непосредственно академистам, проводят курсы, лекции, все такое. И, в принципе, помогают всем. Полномочия не помню.
это и есть полномочия. А, да, могут. Вы сотрудников на, изначально построение и связь с сотрудниками, допустим, СФПД. Им говорят построиться, приезжают наши оперативники, после чего могут проводить обыск. Проводится обыск. Иногда могут прогонять по уголовному кодексу. На госпроверке выезжают от 3 человек в официальной форме. Проводится вроде бы понедельник ЛСА, во вторник ЛСПД, если не ошибаюсь. Наверное, точного графика не помню. Помню, в субботу нет определенного там на выбор. Ну, не знаю. Я же говорю, я не знаю. Я почти все прослушал. Я не могу фотку молекулы найти. В смысле? Где? Покажи. Я сейчас дам к нему глянуть. Ой-ой. Подожди минутку буквально. Еще нет. Сейчас 30 секунд. Я сейчас захожу.
Так. Ой. Зашел. Ну, здесь имеется в виду, что вопрос должен был быть подробно раскрыт. То есть, ну, не просто, чтобы он пару пунктов назвал, и ты такой, все, хватит, давай, ну, next вопрос. Просто, чтобы, ну, он рассказал поподробнее, ну, написано. Алло. Две недели. Ой, неделя. Секунду. Сверка номера на авто, паспортные данные. Ну или к лицу, если есть фотороб. Да. Когда будут полно уверены, что заложнику не... Ну, если есть заложник, если ему не предоставляет опасность. Нет. Ну, допустим, ну смотри, если ему предоставляет опасность, и ты будешь штурмить, ну, производишь штурм, логично заложника убьют. Прям моментом. Если у них есть оружие. Поэтому лучше дождаться, когда заложник будет в более безопасной обстановке, и подрасслабиться все, кто его, допустим, его взяли в заложники. Они подрасслабятся, и вы штурмуете. Да. То идет похищать было. Похищать в ЗЗ? В плане похищать на вербовку или куда? Имя похищения. Не помню. В выходной день, в субботу. То. Нет, стой. С 8 или с 7, не помню точно. С 7. В бою запрещен тазер. Допустим, при любом сопротивлении. Если, допустим, человек убежал, ну, вдаль, и не предоставляется возможность его как-то догнать. Да. Что можно передавать? Доллары, евро, крипту. Доллары. И только доллары? Ну, смотря где. Ну, во время Указано, шагов.
терактов, доллары, евро. Евро точно можно. Нет, только доллары. Хорошо. Классификация арест. Ну, есть с применением силы, есть без применения. Есть разные типы применения силы. Допустим, человек в розыске Допустим, вы уже рядом с человеком находитесь, ваши действия. ну, то есть он стоит прямо ровно передо мной, а не в машине. Прямо перед вами. Ну хорошо, допустим, я уже определил его личность, если я ему говорю, вы в розыске, вы будете арестованы, достаю дубинку, бью, потому что по системе по-другому нельзя кафнуть, после чего отыгрываю РП надевание наручников, заковал, прочитал Миранду, произвел обыск, после чего посадил в авто, повез в отдел. Перед тем, как посадить в КПЗ, прочитал еще одну Миранду и просил, требуется ли адвокат. Если требуется адвокат, вызываю через департамент адвоката, и после чего сажаю в КПЗ. Сколько времени у вас есть на то, чтобы адвокат приехал? Сколько времени вы должны ждать, пока приедет адвокат? Вроде бы минут 10. Ну хорошо, 10. В парковках разрешено. Если мы под маскировкой бандитов, мы имеем право находиться с оружием и использовать укроп и все такие. Разрешены маты. Данти, чекни канал. Ну все, в принципе. Запрещено физически наносить урон, то есть ударить. Можно ударить только по РП. Да. Устный — это, то бишь, устное замечание. Второе — это вроде бы выписать штраф. Третье — это произвести арест. Четвертое — произвести арест с легким применением силы. Четвертое. Пятое. Пятое с тяжелым применением силы, то бишь уже табельное оружие, дигл. Все-таки. Давайте так, давайте я вам задам один дополнительный вопрос. Если вы отвечаете на него верно, вы проходите автоматом академию. Согласны? Хорошо. В каких случаях ФБР подчиняется мэру СФ?
как я считаю, допустим, когда нету губернатора нашего штата. Ну, ЛВС. Ну, какой это должен быть случай для того, чтобы ФБР подчинялось мэру СФ? Нету губернатора в штате, дальше что? Ну, не в принципе в штате нет на посту губернатора. На посту губернатора? Да. Хорошо. Мгм. Ну, сейчас, подождите, перекинем вас в ожидание, посчитаем ваши баллы. Перекинем вас обратно. Хорошо. На мой вопрос нет, конечно. Сколько у него баллов? Включи Они у динамику. вас не нажимают.